торжества стало зажжение огней на IT-елке. Мы продолжаем программу «Телевизионное музыкальное событие года». Проект «Голос» на Первом канале. Шоу, которое, как водится, представляет собой абсолютную копию проекта Voice, который уже прошел в десятках стран, в том числе и в соседней Украине. Формат опробованный, «Голос» идеально лег и на российскую почву. Мы, безусловно, устали от звезд, которых мы не выбираем. И, конечно, всех нас до глубины души трогают эти человеческие истории. Мы с упоением наблюдаем за тем, как на наших глазах талант обретает поклонников. Возможно, будут еще подобные проекты, будет «Голос 2», 3 и так далее, но нам с вами, живущим в Татарстане, этот первый проект запомнится, конечно, тем, что в финал пробились сразу две девушки из Татарстана. Эти имена теперь знают все. Это Эльмира Калимуллина и Дина Гарипова. И тут не так важно, кто победил. Для того, чтобы пройти этот супермарафон до финала, нужен не только голос, нужны человеческие качества. Наши девушки справились обе на отлично. Сегодня мы познакомимся с ними, ну точнее с их близкими людьми поближе. Давайте посмотрим, за кого же мы так дружно болели и голосовали все это время. А напоследок я скажу. Через несколько минут прослушивания вслепую мэтр российской эстрады Александр Градский скажет, что знает этот голос. Потом поймет, ошибся. Скромную девушку из Зеленодольска он видит в первый раз. Возьмет Дину Гарипову в свою команду и ни разу не пожалеет. Битва за битвой она будет побеждать. Голосом, который поклонники телешоу впоследствии назовут волшебным. Даже наставник команды соперника Леонид Агутин признается, что в Динином голосе ему хочется купаться. Каждая песня – это какая-то история. И я стараюсь каждую песню пережить, в каждое слово вдуматься, чтобы это не был просто набор слов под ноты. Под каждую песню свои чувства. Это интервью с участницей музыкального проекта «Голос» зеленодольская телекомпания записала 2 года назад, после первого сольного концерта девушки. Тогда ей было 19 лет. Между тем на сцену Дина Гарипова попала еще до школы. Пришла с родителями на выступление старшего брата и тоже захотела петь. Девочку записали в театр песни «Золотой микрофон». И понеслось. Уже через 2 года Дина станет лауреатом первой степени всероссийского конкурса в Иваново. Еще через 2 победителем республиканского фестиваля «Созвездие Йылдызлык». После этого у педагогов сомнений не останется. У них на глазах рождается звезда. Этому способствовало участие во многих всероссийских, республиканских и международных конкурсах. И везде Дина, везде побеждала. И это говорит о том, что вот это стремление совершенствоваться в ней, внутри нее, оно действительно дает ей стимул для достижения больших результатов именно на сегодняшний день. До того, как попасть на центральный канал страны, Дина Гарипова уже была известна жителям родного Зеленодольска. Выступать девушку приглашали как на праздниках, так и на официальных городских мероприятиях. В турне она успела съездить даже с заслуженным артистом Татарстана Габдельфатом Сафиным. После этого у нее, как и у настоящей артистки, появился свой продюсер. 2 года назад мы ездили с ним в Москву на международный конкурс вокалистов. И на этом конкурсе жюри аплодировал Дине стоя. То есть жюри, представляете, международного конкурса. И прозвучало такие слова, что вот посмотрите, как нужно петь, как нужно исполнять. Аплодировать стоя не раз ей будут и во время телешоу, а наставник Дины Александр Градский и вовсе после особо сильных композиций, исполненных девушкой, порой с трудом найдет слова, чтобы выразить свое отношение к ее таланту. Я испытываю чувство радости и гордости за то, что я слышу в реальном, в живом исполнении у 21-летней девушки такое душевное и вокальное мастерство. Я просто бесконечно рад, что мне это сегодня довелось услышать. Спасибо тебе, Дина.
Родной город певицы, исполняющей песни Уитни Хьюстон, Селин Дион, Кристина Агилера и Лары Фабиан 3 месяца жил проектом «Голос». В Зеленодольске все делали ставку только на победу своей участницы. На вопрос, почему именно она, отвечали не задумываясь. Одни опирались на личные ощущения, другие – на результаты предыдущих СМС-голосований. Если посмотреть на рейтинги, то у нее голосов, у одной, больше, чем у команды Димы Билана в целом. И как бы уже доказано очень многими фактами, что действительно все честно в этом проекте. Вот. И поэтому, скорее всего, она победит. Силами татарстанцев не иначе, хотя, по правде говоря, жителям республики отдавать свои голоса только за одну из финалисток музыкальной битвы было тяжело. На чаше весов был не менее прекрасный голос выпускницы Казанской консерватории, а по совместительству еще и посла универсиады Эльмиры Калимуллиной. Обладательницу красивого низкого голоса выбрала Пелагея. Все потому, что певице понравился мясистый тембр уроженки Нижнекамска. И если Дина дипломированный журналист, то вот у Эльмиры профессиональное консерваторское образование. 5 лет за становлением будущей звезды музыкального телешоу наблюдала ее преподаватель Гульнара Мурзиева. Заслуженной артистке Татарстана не привыкать работать с талантливыми ребятами. В Эльмиру верила всегда, даже когда было сложно, делится сейчас Гульнара Рагдевна. В консерваторию девушка поступала без серьезной вокальной подготовки, не окончив музыкальный колледж, как обычно это бывает. Карабкалась, чтобы преодолеть технические трудности. У студентки Калимуллиной голос был, но очень небольшого диапазона. Ну, она никогда не отчаивалась, не складывала свои крылышки. То есть мы двигались вперед, как могли. И вот на 4-м курсе был рывок, когда она вынесла все, что было сделано в классе, показала себя. И вот с 4-го курса она начала шагать уже семимильными шагами. А все потому, что очень трудолюбива и дисциплинирована. А это в профессии музыканта иногда и важнее природных данных бывает. Об участии во всероссийском музыкальном конкурсе своему педагогу Эльмира рассказала в августе, после того, как прошла прослушивание вслепую. Радовалась. Впервые ее оценили не просто как красивую девушку с приятным тембром. Отобрали по силе голоса. Стать звездой сцены, а заодно и телевидения, уроженка Нижнекамска мечтала еще с детства. Вот маленькая Эльмира Калимуллина делает свои первые шаги к музыкальному Олимпу. За ее спиной нет декораций Первого канала, но она уже может произвести впечатление на жюри. В 1998 году в родном городе девушки пройдет конкурс на приз главы администрации. Это и станет поворотным моментом в судьбе певицы. В конкурсе принимало участие 130 человек, и Эльмира вышла в финал. Ей тогда было 10 лет. И вот тогда я задумалась, что если среди такого количества претендентов она попала именно в финал, там было, по-моему, 28 человек, я почему-то очень хорошо запомнила эту цифру, и тогда я задумалась, что у ребенка есть талант, серьезные задатки. После победы в районном конкурсе она могла и не дойти до финала шоу «Голос», остановилась бы где-то в районе «Фабрики звезд» или «Новой волны». В 2 этих музыкальных проектах Эльмира мечтала принять участие. Дважды помешала учеба. Сначала это был 10 класс, потом окончание сразу 2 вузов. И вот, когда дипломы были уже на руках, Первый канал запустил проект «Голос». Девушка решила принять участие и не прогадала, обошла 10 тысяч вокалистов и попала в 4 лучших. Драматичный девичий финал в Москве состоялся накануне. Маргарита Позаян, Анастасия Спиридонова, Дина Гарипова, Эльмира Калимуллина. В этот вечер девушки выложились на все 100. Мнение наставников на исход голосования не влияло. Они могли помочь своим подопечным, но только выбором правильной песни для совместного номера. А вот лучший голос страны в этот раз определяли сами зрители телешоу. Они отправили более 1 700 000 СМС-сообщений. По результатам голосования в шаге от пьедестала остановилась Маргарита Позаян. До финала не дошла и великолучанка Анастасия Спиридонова. 66 против 33. Таков процентный итог заключительного голосования. Победительницей первого сезона проекта «Голос» в России стала жительница Зеленодольска Дина Гарипова. Девушка получила контракт со звукозаписывающей компанией Universal. Возможно, она представит страну на следующем конкурсе эстрадной песни «Евровидение». Но пока об этом не думает и планов на будущее не строит. Принимает поздравления. Я
приняла бы любое решение, потому что каждый из финалисток, вообще каждый участник достоин победы. И если бы победил кто-то другой, я была бы в той же мере рада и счастлива вообще просто побывать на этом проекте. Но то, что выбрали меня, это чудо настоящее. Безумно приятно, и вообще огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживал. А вот звание заслуженных артисток Татарстана получили обе девушки. Президентом республики Рустамом Миннихановым сегодня утром был подписан соответствующий указ. Эмилия Хаким, Артур Давлекаев, Наталья Фролова. 7 дней. Остается лишь пожелать нашим девушкам главного, чтобы все это, как говорится, было всерьез и надолго. Опыт, во всяком случае, колоссальный. Будем, конечно, следить за их дальнейшей судьбой. Итак, проект «Голос» закончен. Можно, наконец, оторваться от экранов и подумать, а чем же теперь заняться в ближайшие выходные. Тем более, что они продлятся неделю как минимум.